И как вы поняли, мы переходим к новостям из Украины. В Верховной Раде Украины сегодня занимались вопросами культуры, вернее, запретами в области культуры. Группа депутатов от фракции «Народный фронт» внесла на голосование проект закона, который вводит понятие «гастролер страны-агрессора». Имеется в виду любой деятель культуры, музыкант, художник, режиссер или, например, артист цирка, которые приезжают в Украину из России. Культурные деятели, которые хотели бы приехать в Украину, должны по проекту закона предъявить письменное заявление с осуждением оккупации Крыма и войны в Донбассе. Этот документ по задумке депутатов Народного фронта необходимо прилагать к гастрольному контракту артиста. Отдельно, собственно, в законе прописан список российских артистов, которые представляют опасность для Украины. Этот список уже не раз всплывал в СМИ, и его, кстати, публиковало Украинское министерство культуры. В нем те, кто открыто поддерживает политику Владимира Путина в отношении Украины. Так, по крайней мере, те, кто считает Крым российский, и считает, что Донбасс нуждается в поддержке и защите Москвы. В списке Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Никита Михалков, Михаил Пореченков, певица Валерия, Сергей Безруков и Жерар Депардье, который, напомню, тоже получил российское гражданство. Отдельно в законе, собственно, выделяется лицензирование и ограничения, серьезные штрафы и всякие прочие вещи, которые касаются телеканалов, которые будут транслировать фильмы и прочую визуальную продукцию, сделанную в России. Кстати, если какой-либо театр или концертное агентство решит провести гастроли нежелательных артистов, их также ждет штраф. Закон готовился к голосованию еще с весны этого года. Прямо сейчас на прямой линии с нами из Киевской студии «Настоящего времени» инициатор и главный автор этого закона, депутат Верховной Рады фракции «Народный фронт» и глава Комитета по культуре и духовности Николай Княжицкий. Добрый вечер, Николай. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, сейчас я очень надеюсь на короткий ответ. Сегодня закон в Раде не прошел. Будете вы добиваться, чтобы он все-таки Радой был принят? Этот закон мы не можем принять Радой, но мы подадим другой закон, который будет регулировать те же вопросы. Кстати, вы в своей подводке спутали несколько разных законов, а части из того, о чем вы говорили сейчас, в этом законе не было. Например, давайте разбираться. Вот я творческий человек, Николай, и гражданин России. Кстати, я пою иногда и танцую чечетку. Если я приеду в Украину, мне надо будет написать бумагу о том, что я не поддерживаю аннексию Крыма. Если вы до этого не делали никогда таких заявлений и собираетесь при этом в Украине заниматься коммерческой деятельностью, то да. Если вы хотите приехать к кому-либо в гости, то нет. Так, если я подпишу эту бумагу, и мне придется возвращаться когда-нибудь в Россию для того, чтобы встретиться со своими родственниками, как вы считаете, будет ли мне угрожать опасность? И захочу ли я приезжать гастролировать в Украину? Одну секундочку. Вы собираетесь ехать в страну, где ваши сограждане убивают мирных жителей и аннексировали часть территории? То есть, если я опасаюсь, ваша власть то лучше... И ваша страна... Подождите, одну секундочку. Я хочу сейчас говорить о наших проблемах, а не о ваших проблемах. Я понимаю, конечно. Если вы честный человек, если вы не поддерживаете аннексии, то если вы об этом заявляли, вам вообще никаких бумаг подписывать не нужно. Если же вы письменно скажете, что вы не поддерживаете, поддерживаете территориальную целостность Украины, это же нормально, любой нормальный человек поддерживает территориальную целостность или нет? Конечно, но просто я или любой другой россиянин вернутся в страну, где за это тоже положена уголовная ответственность. Как же мне быть? Подождите, одну секундочку. В вашей стране, которая аннексировала часть моей страны и убивает моих граждан, ваша власть в вашей стране чем-то вам грозит. Это проблемы вашей власти и вашей страны. Мы защищаем свою страну. Все, я понял вашу позицию. Спасибо. Теперь вопрос, который касается телевидения. Украинское телевидение, кстати, не брезгует российским телевизионным продуктом. Если там время от времени мелькают лица известных актеров, которые в силу своей профессии очень не поддерживают аннексию Крыма или поддерживают аннексию Крыма, например, и считают, что Крым вообще российский. Неважно, как мы к этому относимся. Что делать этим телеканалам? Чем им заполнять место, которое освободится после удаления этого контента? Вы знаете, мы запретили российские сериалы, произведенные после начала аннексии 2014 года, и свято место пустым не осталось. Но ведь их все равно показывают.
Николай? Нет, их не показывают. Тех, кто их показывает, за это лишают лицензии. Сериалы показывают старые. Те сериалы, которые произведены после 2014 года, либо те, которые прославляют силовые органы страны-агрессора, менты там, или какие-то другие сериалы о банковедистах на украинских экранах, слава богу, вы не увидите. Было бы хорошо, что и российские граждане их тоже у себя не смотрели и не забивали голову придуманной Сталиным ерундой. Значит, если в эфире телеканала, предположим, Интер будет показан сериал 2013 года или какого-нибудь более раннего времени, в котором Михаил Пореченков играет роль будущего Штирлица, то никаких претензий к этому телеканалу именно вот по этому поводу не будет? Нет, Михаил Пореченков действительно существует в списках персон нон-грата в Украине. И показ таких артистов на такие сериалы не выдается независимо от года того, когда снят этот сериал. И это регулируется другими законами, а не тем, который обсуждался сегодня. Бог с ним. Теперь у меня вопрос. Не может ли так получиться, что телеканалы, испытывая дефицит денежных средств на закупку хорошего импортного контента, европейского, американского и английского, понесут меньшие суммы в депутатам для того или куда-то? В какие-нибудь министерства, смотрите, для того, чтобы вот я решить в свое этот время вопрос. работал- Появится коррупционная такая составляющая. Вы работали Я просто на вам телевидении, скажу. с вами интересно об этом говорить. Да. Вот именно поэтому я вам хочу сказать, что в то время, когда рынок был чуть больше, приобрести российский сериал дороже, чем, там, не знаю, $5000 за час, самый дешевый было невозможно, а такие сериалы, как «Ликвидация», за них платили за показы и по 100 тысяч за несколько прав показа. В то время как хороший американский сериал, там какой-то блестящий, нашумевший, стоит там максимум $1000. Поэтому это вопрос не в деньгах. Любой западный сериал стоит в разы дешевле российского, именно потому что российские сериалы были местом коррупции для телевизионных менеджеров украинских, именно потому что Россия имела влияние и продолжает иметь влияние на очень многих владельцев украинских телевизионных каналов. Николай, очень короткий последний вопрос. Когда любым способом закон, который сегодня не прошел в Раде, о вот этих подписных листах для российских артистов, все-таки будет уже действовать и придется это делать? Вы как оцениваете сроки? Ну, наше дело не подписные листы. Мы хотим защищать собственную культуру. Когда? Которая Когда? на Я вам просто протяжении спрошу, сотен... когда? Одну секундочку. Он будет написан в ближайшую неделю и подан, но это не значит, что там будут подписные листы. Видимо, это будет какая-то другая форма. Спасибо. Но суть закона будет та же. А мы обязательно расскажем о том, какая будет эта суть. Спасибо большое. Николай Княжицкий был у нас в Спасибо вам. студии.